Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях к этому часу. Жители отдаленного села Сибянкёль Кобяйского улуса остались на грани изоляции. Из-за прекращения авиаперевозок люди не могут вернуться домой из отпусков и командировок, а также улететь из села на срочное лечение. Дубликатом бесценного груза обзавелись 18 юных якутян. В преддверии Дня государственности республики в столице региона состоялась торжественная выдача паспортов. В 7 городах России стартовал первый фестиваль якутского кино проекта «Саха-Синема». Расскажем, как прошло открытие и какие ленты увидят зрители. Жители отдаленного села Сибянкёль Кобяйского улуса остались на грани изоляции из-за прекращения авиаперевозок. С начала сентября авиакомпания «Полярные авиалинии» прекратила социально значимые рейсы. На сегодняшний день со стороны Якутска и Сибянкёля в числе списков числится около 50 пассажиров. Люди не могут вернуться домой из отпусков и командировок, а также улететь из села на срочное лечение. Ранее пассажирские рейсы проводились на самолетах Ан-3 и вертолетах Ми-8. Стоимость дотационных билетов составляет свыше 11 тысяч, а за коммерческие около 30 тысяч рублей. Сибянкёль является одной из самых труднодоступных точек на карте Якутии. Воздушный транспорт – это единственный способ связи с центром. Помимо самолетов есть только одна опасная дорога. Напомню, что недавно в Сибянкёле вертолет службы спасения эвакуировал семью, застрявших на неделю в тайге из-за разлива рек. Прошу руководство вообще республики, даже руководство и руководство полярных авиалиний сделать хотя бы один дотационный рейс по вывозке этих детей больных, учителей, школьников. Даже у нас сейчас со мной должна была прийти женщина, мать, у которой в зоне СВО погиб сын, и этот сын сейчас на подлете. А до этого же они не объявляли, что с такого-то числа дотационные рейсы вообще делаться не будут. Вот поэтому пассажиры не знали. Депутаты якутского парламента посетили Мегино-Кангаласский район, чтобы проверить, как там обеспечивают лекарствами людей, которым положены льготы. Они осмотрели больницы и поликлиники, чтобы понять, что можно улучшить. Главная задача – сделать так, чтобы льготные лекарства были доступны всем, кому они нужны, и чтобы их вовремя привозили. После поездки депутаты напишут предложение о том, как лучше покупать лекарства, как изменить графики поставок и списки льготных лекарств. Следующая, самая важная, немаловажную роль, которую сегодня это сыграет, это ленное обеспечение льготной категории населения. Именно по этой части мы сегодня собрались, и этот вопрос будет очень ключевым. Перед тем, как будет утверждаться бюджет 2026 года и так далее, мы вот этот вопрос ставим на рассмотрение нашего выездного комитета. И сегодня очень отрадно увидели один из новых объектов Мегино-Кангаласского района, гемодиализный центр, который будет обеспечивать именно вот этой медицинской помощью, диализной помощью заречных групп, пациентов заречной группы улусов. Семейная мастерская «Академия труда» получила грант в размере свыше 1,5 миллиона рублей от Всероссийского фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого организованы практические занятия по 3 направлениям – столярное дело, рукоделие и фото-видеосъемка. Тем временем в Вилюйске проходит информационная сессия «С нуля до бизнеса» для родителей. В программе выступления социальных партнеров проекта и встречи с опытными предпринимателями, получившими поддержку государства на основании социального контракта. Показываем, как можно сделать бизнес-план, объясняем методически, как должен выглядеть, для того, чтобы можно было получить какие-то знания, и когда они проходят уже вот этап именно отбора по соцконтракту, они уже получают какие-то базовые знания. Вот. И хотелось бы пожелать, чтобы вот сегодняшнее мероприятие, значит, оно принесло какой-то толк, какую-то пользу для наших людей. Возможно, они в будущем будут нашими резидентами. Окружить вниманием, оказать реальную помощь – такую цель ставят перед собой власти Аймяконского района, готовясь к Международному дню пожилых людей. Накануне предстоящего праздника прошло совещание, где утвердили план мероприятий на целую декаду. Уже традиционно с 1 по 10 октября во всех уголках района для старшего поколения пройдут события, затрагивающие все сферы жизни. Во всех поселениях будет оказана комплексная поддержка пенсионерам – от адресной помощи до культурных событий.
В мероприятии включены разнообразные культурные, образовательные и оздоровительные мероприятия, такие как концерты, мастер-классы, спортивные занятия, а также консультации специалистов по вопросам здоровья и социальной поддержки. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для участия пожилых людей с ограниченными возможностями. На совещании отметили важность комплексного подхода и взаимодействия различных ведомств для успешного проведения декады. Все предложения и замечания были учтены, программа утверждена и готова к реализации. В Усть-Алданском Улусе провели День героев. Впервые такое мероприятие провели 20 лет тому назад с целью верить в патриотический дух подрастающему поколению. С тех пор население 25 сентября традиционно на аллее героев чтят своих предков, которые трудились и защищали Родину во времена Великой Отечественной войны. Именно на таких мероприятиях вырос еще один герой в современной истории Якутии – Алексей Неустроев. Сегодня в Усть-Алданском Улусе состоится День героя. Наш Улус славится своими 9 героями, которые своими кровью и потом завоевали нам победу. Их подвиг служит нам примером. В селе Амга Амгинского района торжественно открыли 7-й в Якутии оздоровительный кабинет «Мега» для участников специальной военной операции и членов их семей. Этот кабинет открыт под руководством ЛГСЧИТа и отличника народной медицины Вероники Семеновой Хамусчаны. В оздоровительном кабинете для участников СВО и членов их семей будут работать 2 массажиста по классическому и аппаратному массажу. Также здесь будут практиковать народную медицину, например, кровопускание или проводить обряды очищения алгыс. В эти дни кабинет принимает своих первых пациентов. Это по республике 7-й. Основательница этого кабинета Вероника Николаевна Хамусчана, которая приезжала к нам и посоветовала открыть. Этот кабинет будет принимать всех участников СВО и их семей. Любой может записаться и прийти на прием. В Якутске началась новая глава в жизни 18 юных граждан России. В торжественной обстановке им вручили первые паспорта. Мероприятие прошло в преддверии Дня государственности. Такие церемонии сейчас проходят по всей республике в рамках проекта «Мы граждане России». В этом году планируется выдать более 3000 паспортов юным жителям Якутии, которые зарегистрировались на торжественную выдачу документа. Мероприятие у нас проводится не впервые, мы проводим его периодически. Если немножко похвастаться, то чуть ли не ежемесячные, приуроченные к определенным знаменательным датам. И даем возможность детям получение паспорта сделать таким небольшим праздником. Сегодня у нас стартовало в городе Якутске. Сегодня получили документы 18 детей в торжественной обстановке. Также у нас пойдут по ряду районов: Ленск, Покровск, Нюрба и прочие районы, где дети также смогут в торжественной обстановке получить свой основной документ. В Верхневилюйске озеленяют новый сквер имени Исидора Барахова ко Дню государственности. На территории сквера высажено около 200 саженцев различных деревьев и кустарников, включая ели, березы, боярышник, рябину, сосны и кедры. Учитывая расположение сквера в центре населенного пункта, особое внимание уделяется благоустройству и внешнему виду территории. После посадки деревьев и кустарников планируется обеспечить за ними тщательный уход. Сделали большой субботник озеленения сквера Барахова. Завтра у нас будет День государственности. Почва у нас подготовлена заранее. И подрядчики тоже здесь озеленили. И плюс еще мы добавили. Также в преддверии Дня государственности, но уже в Якутске, прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Роль интеллигенции в становлении государственных национальных регионов», посвященная памяти Георгия Семеновича Ефимова. Это крупный общественно-политический деятель, один из первых дипломированных юристов из народа Саха, член комиссии по разработке проектов Конституции Якутской АССР. Участники конференции обсудили вопросы и новые факты его биографии, политической деятельности, а также значение личности для современной молодежи. Это автор нашей Конституции, первой АССР. Он член рабочей группы по созданию автономии и единственный с юридическим образованием среди членов этой группы. Их было 4 человека: Ефимов, Аюнский, Амосов и Барахов. Имя Ефимова у нас наравне с основателем республики не упоминается. И я считаю, что мы должны этот пробел
восполнить, вернуть народу это имя. Связано это с тем, что во время гражданской войны, во время деления на красных и белых, Георгий Семенович успел побывать и с той, и с другой стороны. В общем, поэтому имя его было вообще под запретом вплоть до конца 90-х, до начала 2000-х годов. В 7 городах России стартовал первый фестиваль якутского кино в рамках программы «Саха-Синема». Его приурочили ко Дню государственности республики. Как прошло открытие и какие ленты увидят зрители в разных уголках нашей страны, узнаем из материала наших московских коллег. Чарующий этнический вокал. Северные деликатесы. А на десерт, конечно же, фильм. Так начался первый фестиваль якутского кино в Москве в рамках программы «Саха-Синема». Его организатором стала крупнейшая в стране сеть кинотеатров. У нас цель и задача, идея именно в том, чтобы привлечь новых людей, чтобы больше людей узнали о якутских фильмах и в целом о феномене якутского кино. Передать ценность, традиции, культуру нашего народа. Фестиваль одновременно проходит в 7 крупнейших городах России. Якутские картины увидят и в Петербурге, и в Сочи, и в Калининграде. Всего в рамках программы зрители смогут оценить 7 лент. Вся программа выбрана из фильмов кассовых хитов. Мы специально подбирали такие добрую подборку, чувственную, так сказать. Ну и фильмы, которые на слуху. Некоторые фильмы уже крутились у нас в кинотеатре, и мы в рамках фестиваля сейчас проводим дополнительные спецпоказы. На открытии фестиваля по традиции было много наших земляков. По мере своего времени я обязательно выбираюсь на такие мероприятия. Тем более это якутское кино. И последние фильмы я еще не смотрела. И думаю, я сегодня от этого фильма, который «Подари мне цветок», получу большое удовольствие и с интересом буду рассказывать всем своим близким. Фестиваль начался с показа картины Василия Слепцова «Подари мне цветы» не просто так. Это победитель Якутского международного кинофестиваля этого года. И заданная высокая планка – это отличный старт для нового начинания. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Владимир Шаповалов, Москва. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.